Половина, да, страны еще и мира еще не проснулась. Еще спят. Еще спят, ага. Им легко говорить проклятие, им легко про меня хулу нести, да, легко, пока они это не осознают. Но я знаю, что через 2-3 месяца, 2 месяца всего осталось, Да? весь мир это прозреет, увидит эту реальность по-другому. А когда? Через 2 месяца. А Когда куранты пробьют 12, да, все, это новый мир начнется. Вы уже в новом мире. А те, кто половина, про которых говорит, они проснутся. Но не все будут отверженными, которые до конца все равно истину не воспримут, божественную, доброту, справедливость, идущую от Бога. Они все равно не воспримут. И они будут отвержены в новом мире. Самые трудные вот эти 1,5-2 года, очень трудные предстоят. Да? Да, очень трудная борьба предстоит. Но у нас надежда вот на эти перемены, вот, которые в сознании произойдут, как я обещал, боем курантов. В сознании людей перемены произойдут. И мы на это новое сознание, на новых людей опору обретем в виде этих новых людей и победим обязательно. Почему именно этот год? Почему именно в этот Новый год с боем курантов? Вы так чувствуете? Я так чувствую. Да и не я только. Об этом уже предсказано много, и без меня рассказателей уже много. 20-й год это год переломный, а 21-й это все начало. С конца вот этого темного мира и начало светлого. Вообще будущее, вообще эти границы исчезнут. Границы между странами, народами, это уже старый, отмирающий мир. Новый мир без границ будет однажды планета Земля. Но это время отпущенное им закончилось. Он сейчас прислал меч на землю. Я меч. Меч духа. Нет. Меч духа, именно физический меч. Вот меч духа был 2000 лет назад, я было это сказал. Он нам принес меч духа, Христос, 2000 лет назад. И те, кто прозрели, все. Но сейчас лимит исчерпан. Сейчас он прислал именно физический меч. Я физический меч, я воин. Да, именно сейчас время закончилось. Поэтому пришел меч, настоящий меч, не меч духа. Именно настоящий, реальный я меч, я воин. Сила, поэтому нужна вот сила, кулак, чтобы победить зло. Ну вы добрый кулак.